В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Уверенность в сохранности и доходности сбережений в банках вызывает сомнения у россиян. В январе только 35% из них называли вклады лучшей формой хранения накоплений. Доля оптимистов стабильно падает с середины 2017 года, когда еще 42% населения верили в силу депозита. В итоге к началу этого года индикатор опустился до минимума с июня 2016. На этом фоне резко увеличилась доля россиян, которые считают, что лучше всего хранить сбережения в наличной форме, это 29%. Среди причин – регулярные отзывы лицензий у банков и слухи о принудительной конвертации валютных вкладов в банках, попавших под санкции. Бензин в России по-прежнему один из самых дешевых в Европе, но при этом страна занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату. В абсолютных ценах наиболее низкая стоимость бензина отмечена в Казахстане. В пересчете на рубли литр 95-го стоит там 30 рублей 90 копеек. На втором месте Россия, 45 рублей за литр. Далее в списке Белоруссия и Украина. Литр бензина стоит там 47 и 72 рубля соответственно. Импорт иностранных лекарств в 2018 году снизился из-за появления на российском рынке аналогов. Готовых лекарств было ввезено на 531 миллиард рублей, что всего на 1% больше, чем годом ранее. На уменьшение импорта лекарств повлияло сокращение реальных доходов россиян. Это называют главной причиной. Также роль сыграло появление большого числа заменителей, которые вытесняют оригинальные, но более дорогие препараты. В Госдуме России разрабатывают комплексный закон об аптечных сетях, так как сегодня для них отсутствуют какие-либо антимонопольные ограничения. И одна из проблем аптек – это продажа дорогих лекарств вместо дешевых. Часть россиян сможет получать негосударственную часть пенсию по старым правилам. Женщины вправе рассчитывать на нее с 55 лет, а мужчины с 60. Такая информация содержится в письме Минтруда России в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. В настоящее время в системе негосударственного пенсионного обеспечения участвуют более 4,5 миллионов человек. Общий объем накоплений составляет 800 миллиардов рублей. Размеры и продолжительность платежей в негосударственный пенсионный фонд определяет сам клиент. По достижении пенсионного возраста или любого другого, указанного в договоре, гражданин имеет право на ежемесячные выплаты. По итогам 2018 года Якутии удалось снизить объем государственного долга на 1 миллиард 181 миллион рублей. По предварительным итогам исполнение основных показателей государственного бюджета Республики Саха-Якутия за прошлый год составило 219 миллиардов рублей или 105% к плановым показателям. Министр финансов Республики Валерий Жандоров озвучил, что по официальным данным Минфина России в целом по стране рост консолидированного бюджета составил 15%, а в нашей республике 23%. В основном это доля налоговых и неналоговых поступлений. Налоговые поступления возросли на 24 миллиарда рублей. Также увеличились поступления по налогу на прибыль организаций на 22 миллиарда. В связи с изменением макроэкономических показателей социально-экономического развития России, которые повлияли на поступления от экспортно-ориентированных предприятий и отраслей алмаза и нефтедобычи, подчеркнул Валерий Жандоров. Специалисты Покровского района электрических сетей Якутскэнерго подвели итоги работы по выявлению фактов хищения электроэнергии в 2018 году. Энергетики провели 120 рейдов на территории Хангаласского улуса. За этот период специалисты составили 33 акта о самовольном подключении к электрическим сетям. Общий ущерб составил 622 тысячи рублей. Энергетики в очередной раз напоминают потребителям, что в результате вмешательства в работу энергообъектов происходят перепады в сети, из-за чего повышается вероятность возникновения аварийных отключений и возгораний. Кроме того, многократно повышается риск поражения электрическим током как самих расхитителей, так и случайных лиц.
Авиакомпания «Полярные авиалинии» планирует возможность запуска авиарейсов в село Тамтор в Аймиконском районе, которое является популярным направлением среди российских и иностранных туристов. Коммерческие рейсы могут начаться уже в марте этого года, и при наличии спроса рейс может выполняться до 2 раз в неделю. Планируется, что при открытии прямого авиарейса активность посещения Аймиконского района существенно возрастет. 5 февраля в Якутске состоится итоговое заседание конкурсной комиссии по реализации проекта «Народный бюджет». На заседании пройдет защита 13 проектов, отобранных экспертной комиссией по направлению «Наша столица», и подведение итогов работы конкурсной комиссии по отбору проектов по всем 4 направлениям для дальнейшего софинансирования. Всего же на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 36 проектов. Критериями отбора на получение муниципальной поддержки являются доля софинансирования проекта городским округом, социальная эффективность от реализации проектов, инновационность технических решений, участие населения, наличие источников финансирования и механизмов дальнейшей эксплуатации и содержания реализованных проектов. Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики ведет работу по вопросам касательно увеличения количества районов, входящих в территорию арктической зоны России, а также поддержки традиционных отраслей малочисленных народов Севера путем выделения субсидий на выкуп оленей для оленеводческих хозяйств, а также помощь в сохранении поголовья при борьбе с хищниками. В настоящее время проект включения районов в состав арктической зоны находится на рассмотрении в Государственной комиссии по развитию Арктики, ответ от которой ожидается уже в первом полугодии этого года. Что касается традиционного сектора экономики и видов деятельности коренных малых народов и жителей Крайнего Севера, то на поддержку оленеводства выделяются средства в объеме порядка 800 миллионов рублей. Также имеются соответствующие направления поддержки по защите поголовья от хищных животных. На этом все новости. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.